Стремительное падение стоимости американской валюты в Таджикистане набирает обороты. За несколько последних дней доллар по отношению к сомани снизился в цене почти на 6% по рыночному курсу. Вслед за долларом позиции сдает и российский рубль. Падение стоимости иностранных валют началось после прихода к руководству Национальным банком новой команды администраторов, которых вынужден был назначить президент Эмомали Рахмон после долгого обесценивания сомани, что вызывало много нареканий со стороны населения и бизнесменов. Буквально через несколько недель после управленческой реформы в Национальном банке сомани начал отвоевывать позиции у доллара. Впервые с начала года рыночный курс в обменных пунктах по республике давал ниже стоимость доллара, чем официальный регулятор. Национальный банк Таджикистана поспешил заверить общественность, что причиной этому совместные действия регулятора и частных банков страны, общее снижение спроса на доллары, а также рост объема денежных переводов от трудовых мигрантов из России. Совсем недавно сам Национальный банк привел статистику, согласно которой падение переводов от работающих за границей составило почти 35%. Не совсем ясным остается и момент со снижением спроса на доллары в стране. А потому кажется законным вопрос о том, действительно ли сегодняшнее укрепление сомани – это заслуга регулятора и показатель профессионализма новой команды, и какие именно меры способствовали стабилизации курса сомани к доллару, евро и рублю. Предположить, что новое руководство Нацбанка проводит так называемое монетарное сжатие, то есть сокращение денежной массы в сомани, то это нельзя подтвердить, глядя на эту статистику, ее нет пока. Но это один из самых, скажем, сейчас обсуждаемых вариантов в экспертной среде, потому что пока это на уровне предположений. Многие эксперты считают, что это самый вероятный вариант, который сейчас использует Нацбанк. То есть различными способами, это и изъятие каких-то наличных денег. Сейчас вот, по крайней мере, многие организации жалуются, что в банках есть дефицит наличности в сомани, да, то есть если вам требуется крупная сумма, то есть такие сложности, да, с ее получением. И есть еще другие методы, как можно влиять на денежную массу, и это один из самых вероятных и, скажем так, доступных рычагов, и он не настолько жесткий, не административный рычаг, как, например, запрет на продажу валюты или закрытие обменных пунктов, которые мы в апреле видели. Те меры были, конечно, я считаю, неадекватными и неэффективными. А эта мера в краткосрочной перспективе, ну вот видите, может быть, дает эффект.